Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки отправляется в Башкирский государственный медицинский университет. Здесь открывается новый учебный корпус – Институт цифровой медицины. Институт цифровой медицины начали реконструировать в 2020-м. Ради Хабиров уже был на этом объекте в конце августа того же года. Доброе утро. Вот, Раиль Фаридович, как обещали, Вот это, да? Институт фундаментальной медицины. И настройка на это, да, на столовой, как говорили. Столовой, на 700 человек строю еще лекционный зал на столовой. И переходом все будет завязано. Новое здание. Вот это то, что вы... Помните, мы в 2020 году... Я смотрел, да, по фундаменту находил. Дорогие гости, сегодня для всех студентов, преподавателей и работников университета большой праздник. Теперь у нас будет еще один прекрасный учебный корпус. Мы открываем Институт цифровой медицины. Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, дорогие друзья. Конечно, прежде всего всех поздравляю с уже наступившим Новым годом. Поздравляю с Рождеством Христовым. И очень здорово, что мы сегодня первый рабочий день 2022 года. Начинаем с такого приятного события. Открываем новый учебный корпус нашего родного медуниверситета. И самое главное, в учебном корпусе открываем Институт цифровой медицины. Вообще я хотел сказать, что последние годы достижения медуниверситета нас очень радуют. Главным событием прошлого года для вас, как вы знаете, было очень удачное участие в конкурсе «Приоритет 2030», где вы заняли очень достойное место, ну и, соответственно, это и новые проекты, и очень хорошее федеральное финансирование. Вы знаете, что мы совместно с медуниверситетом, с вашим медуниверситетом, сами продолжаем проекты. Вы знаете, что в 2021 году Министерство здравоохранения России передало вам Центр офтальмологии и пластической хирургии. Поэтому мы приняли решение передать еще Институт глазных болезней. В этом году мы завершим передачу. Поэтому на базе университета будет сформирован очередной большой офтальмологический кластер. Мы, по крайней мере, на это надеемся. Ну, а то, что вы сегодня открываете, уважаемый Валентин Николаевич, это ваша идея и ваша настойчивость. Институт цифровой медицины – это очень нужно. То, о чем мы всегда говорим, это устремленное в будущее. Это и удаленное консультирование, это дистанционная телемедицина, это в целом элементы искусственного интеллекта, которые должны и уже входят в медицину. Поэтому очень здорово, что вы решили создать такой институт, и я думаю, что мы уже на практике в нашей системе здравоохранения Башкирии мы это почувствуем. Ну и завершая выступление, я не могу не сказать вот вам всем здесь стоящим, уважаемый Валентин Николаевич, вам, вашим коллегам, за ту поддержку, которую институт оказывает уже почти 2 года в нашей сложной и тяжелой борьбе с коронавирусом. Вы очень серьезно нам помогаете, начиная от студентов ваших и завершая, конечно, профессорско-преподавательским составом. За это вам огромное спасибо. Ну а вашему институту добрый путь. Спасибо. Слово предоставляется ректору Башкирского государственного медицинского университета Валентину Николаевичу Павлову. Уважаемый Раиль Фаридович, уважаемые гости, сотрудники, коллеги, сегодня большое событие в истории университета, и я считаю, это вот такой большой, очередной, светлый такой корпус, очаг науки, очаг образования, который долгие годы будет нести свет в развитии самых передовых научных технологий, самого передового научного знания. И мы сегодня здесь собрали в первый рабочий день, сразу после Нового года, мы здесь собрали и маститых наших профессоров. Причем мы собрали международный комитет по реализации программы «Приоритет 2030». Это ведущие профессора Германии, Китая. Но мы здесь собрали и школьников, наше будущее, вместе с нашими студентами-стубальниками. Через несколько совсем минут, через полчаса начнется уже Олимпиада, где
Выпускники медицинских классов будут готовиться также сдать на 100 баллов ЕГЭ для республики, чтобы потом стать лучшими студентами нашего университета. Конечно, мы благодарим за поддержку руководства республики. Она беспрецедентна. Никогда в истории, наверное, в современной республике Башкортостан не было такого внимания со стороны главы республики, со стороны правительства вузовскому сообществу и нашему университету. И это и новые корпуса, и новые общежития, и новые проекты, новые гранты. Мы, конечно, должны быть достойны этого доверия, и мы постараемся своей работой не подвести, формируя лучших студентов, лучших врачей республики, для того, чтобы любому жителю республики, любому гражданину страны медицинская помощь оказывалась на самом высоком уровне. Вы поставили задачу сделать здравоохранение Республики Башкортостан лучшим в Российской Федерации. А для этого мы должны сделать лучшим наш родной Башкирский государственный медицинский университет. Поэтому я хочу поздравить всем с началом нового 22-го учебного года, чтобы он стал для всех счастливым, стал для всех удачным. И еще раз сказать, что среди здесь присутствующих, Раиль Фаридович, невакцинированных людей нет. Все ревакцинированы. Спасибо за внимание. Внимание! Наступает торжественная минута передачи символического ключа от Института цифровой медицины Башкирского государственного медицинского университета директором компании производственно-строительная фирма «Де-Арт» Рустамом Маратовичем Мисихудовым, ректору БГМУ Валентину Николаевичу Павлову. Здравствуйте. Здесь вот еще один нашего жюри. А это вот Олимпиада, да? Нет, это международная конференция. Это отбор. Ага, вот было. Mit einem Hörsaal, mit Sitzgelegenheiten. Guten Morgen. Morning. Guten Morgen. Профессор Вилан, профессор Ягер, профессор Йонг. Nihao, dear colleagues, dear friends. We are very happy to see everybody, and we are now opening ceremony for new building for our university. And I want to introduce to international jury, Chief of Republic of Bashkortostan, Khabirov Radi Faridovich. Yes. Hello, good morning. I'm very glad to see everybody here at Bashkir State University, Medical University. And today is the first day in Russian Federation after long vacation. And this first day we begin with opening such a nice building, such a new institute of digital technologies. And of course, we are very glad to see you. And I want to thank you for participating in our good deals, and thank you very much. And of course, we believe that all humanity and all states will begin this very heavy struggle against coronavirus, and we will got possibility to see each other here in Bashkortostan. Good luck, and thank you very much. Bye bye. Вот собрали, Раиль Фаридович, историю университета реальную, начиная от фельдшерско-акушерской школы, Пастеровской станции. Татары считают свою историю не от Советского Союза 1932 года, а раньше от фельдшерско-акушерской школы. И мы вот этот корпус делаем, вот тот корпус, как бы он современная история, такая военная. А вот это старое, да? Это прям все, это все реальные наши фотографии. Нет, я имею в виду вот стены или это? Это нет, это из этого кирпича мы сделали. Здорово. Здравствуйте. А вот мы о чем говорили с вами. Это Здравствуйте. Это цифровизация, начиная с первого курса. Это вот, Максим Васильевич, это первый курс. Боремся с младенческой смертностью. Образовательный процесс в виде игры, где каждый студент, это группа 25 человек, и они все по 5 человек составляют различные команды. Вот.
Я Гаиндинов Фанзиль, студент лечебного факультета 101 группы. Дуванский район. Из Дувана парень. Тема сегодняшнего занятия – генетическая паспортизация с целью профилактики ранней младенческой смертности. Наша задача – определить болезнь данного ребенка, механизм возникновения этого заболевания и пренатальную диагностику. А для этого мы сегодня обратимся к педиатрам, генетикам, цитогенетикам там в углу и группе пренатальной диагностики. Для первичного осмотра и определения наших дальнейших действий слово предоставляется педиатрам. У этого ребенка мы можем заметить расщелину губы и неба, также полидактилию и микрофталию. Также у этого ребенка выявлены нарушения развития внутренних органов и поликистоз почек. Еще мы можем увидеть формацию черепа и микроцефалию. Из анализа известно, что у матери наблюдалось многоводие. Ребенок родился в 38 недель, но с очень низким весом. Хорошо. Каковы ваши дальнейшие действия? Мы подозреваем наличие хромосомной патологии. Для подтверждения мы отправим анализ крови в лабораторию генетической паспортизации. Так, слово генетикам. Был проведен молекулярно-генетический анализ. Мутаций в генах наследственных заболеваний не выявлено. Возможно наличие хромосомных патологий. Ждем результатов цитогенетического анализа. Уважаемый радиопередача, пожалуйста, посмотрите на метафазная пластинка хромосомы человека. Я что-то вижу. Ну покажите на картинке, вы покажите. Ну, видимо, здесь какая-то девиация какая-то, видимо. Да, вот. И вы расшифровываете это, да? А вот по этой картине уже можно понять, что нарушения есть какие-то, да? А сейчас он покажет. Цитогенетику сейчас расскажет. Будущее Хуснудину Альскому. То есть, как вы знаете, в норме у человека всего 46 хромосом, но здесь на картинке представлено 47. А для начала 47 хромосом. Для начала мы можем посчитать число D хромосом. В норме их должно быть 6, но получается здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. То есть одна хромосома здесь лишняя. Для дальнейшего проведения нужно провести дифференциальную окраску. Мы провели дифференциальную окраску, просим вывести результаты на экран. И здесь мы уже видим, что число 13 хромосом увеличено. То есть здесь 1, 2 и 3. То есть здесь одна хромосома представлена лишней, что говорит нам о синдроме Паттау. Ну что ж, мы выяснили, что это синдром Паттау. Теперь целесообразно было бы выяснить механизм возникновения этого заболевания. Цитогенетика, хорошо. Механизм возникновения синдрома Паттау заключается в нерасхождении хромосом в процессе деления половых клеток. Изначально, что чаще всего проявляется у женщин. Здесь представлено правильное деление половых клеток. Изначально у нас есть половая клетка, которая в первом делении делится правильно. Во втором же делении есть варианты следующие. Либо клетка продолжает делиться правильно, либо как раз наш вариант, который приводит к развитию синдрома Паттау. В одной клетке у нас не остается 13 хромосомы, а в другой клетке у нас образуется 2 13 хромосомы. В результате чего при слиянии двух половых клеток, мужской и женской, образуется новая клетка, в которой будет находиться 3 13 хромосомы, чем и является синдром Паттау. Теперь, когда все исследования проведены, обратим внимание на другую немаловажную деталь, а именно прогноз данного ребенка. В этом нам поможет пренатальная диагностика. У этого ребенка неблагоприятный прогноз из-за множества порогов развития. Такие дети редко доживают до 1 года. Наша задача разработать мероприятия по профилактике рождения детей с такими патологиями. Чтобы своевременно прогнозировать рождение детей с тяжелыми хромосомными патологиями, необходимо провести пренатальную диагностику. Симптомами наличия у плода патологии являются многоводие у матери, изменение концентраций маркерных эмбриональных белков. Подтвердить диагноз можно с помощью инвазивных, то есть оперативных методов пренатальной диагностики. К ним относятся биопсия ворсин холиона, амниоцентез и кордоцентез. Однако данные методы имеют ряд существенных недостатков. Современная медицина предлагает не менее эффективный, но гораздо более безопасный метод. Это неинвазивное пренатальное тестирование. Оно уже является скрининговой процедурой в развитых странах Европы и США. Неинвазивное пренатальное тестирование заключается в обнаружении и дальнейшем анализе свободной ДНК плода, которая содержится в кровотоке матери, куда она попадает через плаценту. Если бы мы провели неинвазивное пренатальное тестирование для данного пациента, мы получили бы следующий результат.
Здесь видно, что у пациента высок риск трисомии по 13-й хромосоме, что подтверждает установленный диагноз. Ну и в конце хотелось бы сказать, мы считаем перспективным развитие данного метода у нас в республике для массового скрининга беременных и предотвращения рождения детей с тяжелыми хромосомными патологиями. Спасибо за внимание. Спасибо. Очень здорово. Уважаемый Владимир Григорьевич, мы просим вас на память об этом знаменательном дне расписаться, сделать подпись на нашей фотографии. Просто вот здесь это. Вот здесь это. А вот здесь мы собрали выпускников медицинских классов и наших стобальников. То, о чем я говорил. Здесь идет Олимпиада. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить Ради Фаридович Хабиров, глава Республики Башкортостан. Очень нам здорово приглашать Ради Фаридовича в вузы республики. Здесь наши первокурсники, второкурсники, стобальники, они через какое-то время переместились вниз на первый этаж, где идет международная конференция по отбору на гранты Республики Башкортостан, молодежные гранты, то, что сегодня поддерживается правительством и руководством республики. И те школьники, которые сегодня у нас здесь, они могли также все стать нашими студентами, чтобы вы все сдали ЕГЭ совсем скоро на 100 баллов и больше. У нас стобальники здесь есть? Поднимите руки, пожалуйста. Есть стобальники. А школьники есть? Поднимите руки, пожалуйста. Угу. А кто из вас хочет сдать ЕГЭ на все 100 баллов? Поднимите руки. А кто потом поступит к нам в университет? Все? Записывайте. Ради Фаридович, пожалуйста. Дорогие ребята, я понимаю, что у вас сейчас такой ответственный период. Я вам хочу пожелать удачи. Все у вас получится, не сомневайтесь, все получится. Искренне желаю удачи. И вы нам очень нужны. Наш медуниверситет – это действительно один из самых динамично развивающихся вузов среди медицинских вузов нашей страны. Это я вам точно говорю, сознанием дела говорю. Поэтому у вас правильный выбор, поэтому выбирайте наши вузы. Мы, как секрет вам могу открыть, уже не секрет, мы начинаем в следующем году, даже может в этом году уже начнем строить студенческий кампус, здесь вот недалеко от Белого дома. Так что будет где жить, будет где учиться, так что дерзайте. Вам удачи, искренне желаю. Профессор Каюмова Алия Фаритовна, она как раз ведет работу проектного офиса по привлечению молодых талантов. Вот такой хедхентинг на уровне, Ради Фаридович, медицинских классов республики. Расскажите про проект. Нет, микрофон лучше. Здесь вот встреча обучающихся школ, медицинских классов в Уфимской школе и первокурсниками, которые поступили 100 баллов, я уже повторяюсь, 200 баллов и победители Олимпиад. Мы работаем со студентами. Это 10-11 класс. Это, естественно, научное направление. В течение 2 лет ребята проходят 8 модулей. Химия, биология, физика, анатомия, физиология, микробиология, оказание первой медицинской помощи. Вот в течение 2 лет они еженедельно приходят на занятия. Но все преподаватели с большим удовольствием работают с нашими ребятами. Это и профессора, и доценты, и старшие преподаватели, то есть все. И очный формат есть, и дистант. Это понятно, но ребята с большим удовольствием именно на личные, на общение со студентами, с нашим преподавателем, с большим удовольствием приходят в наш университет. Ну вот я хочу сказать, что из Нефтекамска, вот предуниверсарий мы когда открыли, 220 километров, расстояние очень большое, и как будем работать? И вот хочу новые вот эти формы, и дистант был. Да, мы с Максимом Васильевичем уже все отработали. Об Нефтекамском медучилище хотим. Мы обсуждали это, там глава поддерживает. И хочу сказать, что администрация Нефтекамска нашла возможности, и ребята 2 дня были здесь, они прошли и анатомию, видели и материалы, и физиологию, и самое главное, посетили очень хороший наш симуляционный центр. И, наверное, я хочу сказать такие слова. Когда они уезжали, они мне сказали: вы знаете, вот сегодня я принял для себя самое важное решение в своей жизни. Я хочу быть врачом. Да. Я думаю, что это до глубины души и сердца. Так что вот, спасибо. Надеемся... Кто-нибудь хочет сказать? Да.
Кто-нибудь хочет выступить? Кто-нибудь хочет задать вопрос Ради Фаридовичу, выступить? 200 баллов. Да. Она выпускница БРГ имени Рами Гарипова. Я очень рада встретиться с вами и хочу лично поблагодарить вас за оказанную поддержку 100-бальникам и олимпиадникам. Благодаря вашей материальной поддержке я смогла улучшить качество образования, также работать в онлайн-школе куратором, благодаря компьютерной технике, которую я купила. А также в будущем я хочу вложить эти средства на изучение английского языка, чтобы также в будущем стать грамотным стоматологом. Здорово. Вот. И хочу пожелать школьникам, чтобы они в будущем, точнее уже в этом году, участвовали в различных олимпиадах, готовились к ЕГЭ, потому что, будучи студентом, вам ваши знания, а также стипендия очень пригодится. Так что спасибо вам большое. Это победителя наших олимпиад, нашей олимпиады. Это вот она, школьница, 11 класс. В прошлом году она победителем. Да, я хотела бы поблагодарить за то, что в нашей школе, в нашей республике открыты медицинские классы, которые позволяют уже в стенах школы определиться с выбором своей профессии. Например, я хочу стать детским врачом, чтобы лечить детей и видеть их радостные, счастливые лица. Вот. И большое спасибо за то, что у нас есть возможность обучаться в стенах Башкирского медицинского университета, ну, как бы дополнительные занятия, которые помогают нам определиться. Молодец. Тоже школьнику? Да, школьница 11-й, победитель олимпиад. Уважаемый Ради Фаридович, я с 5 класса интересуюсь наукой биологии, ее связи с медициной, и я очень рада, что в этом году в БГМУ открылось отдельное отделение биологии, куда я могу поступить и продолжить свой путь именно в этой сфере. Спасибо, что помогаете школьникам развиваться, получать новые знания и определяться с выбором своей профессии уже сейчас. Браво, спасибо. Ради Фаридович, вот пройдемся, вот я вам еще киберспорт хотел показать. А мы им не мешаем? Нет, здесь как бы идея тьюторства. А это пока занятие. Они сейчас решают. Это у них на бюрократическом языке называется промежуточная аттестация. То есть наши студенты готовят. А здесь для разогрева у них они общаются еще с киберспортсменами, со сборной университета по киберспорту. Они где-то там 2-е место завоевали. А вот Кудрейко стоит у нас, завкафедры физики. Он приглашенный профессор Шанхайского политехнического университета. В этом году он попал и читал лекции онлайн. Престиж то, что мы как бы в Китае читаем лекции. Давай телефон доставай. Доставай телефон, доставай. Давай сфотографируемся. Я же видел. Хорошо. Вот так. Можно ты уже, пожалуйста? Да. И вот, Ради Фаридович, мы... Вот это что будет? Смотрите, это один комплекс. Это в рамках приоритета 2030. Мы сейчас на базе клиники, тот, который, вот этот корпус, мы уже в торгах у нас висит, это корпус высоких технологий на базе клиники. Это вот это вот? Вот этот корпус. Это вставка между... Надо приехать, это Ради что? Фаридович. Это действующий хирургический корпус. Вот, Ради Фаридович, это то есть, где 6-я, ну, это ваша больница, там, соответственно, вот так вот, да? Вот, и этот новый будет. Это что будет? Вот здесь это корпус высокотехнологических методов лечения. А сейчас мы проектируем новый корпус трансляционной медицины. Идет сейчас проектирование. А что такое трансляционная медицина? Это быстрое внедрение науки в практику. Трансляция, немедленная трансляция. То есть еще что-то где-то успели придумать. А это где будет? Это все на базе клиники. Ну, где-то здесь, да? То есть пока еще не определились, да? А вот это вот этот корпус, он здесь. Мы сейчас вот здесь вот, да? Мы сейчас вот здесь. Вот здесь. И будет переход, Ради Фаридович, и переходом мы уходим. Это будет институт фундаментальной медицины. Мы там сделаем лабораторию клеточных технологий, лабораторию иммунологии, лабораторию генетики, single cells, генетика единичных клеток, значит, генетика. И делаю саркофаг над столовой.
и уходим переходом в столовую. Будет соединен физкультурный корпус, и 7-й корпус, который по Пушкину, будет соединен единым переходом. Раф Фрич, вот институт цифровой медицины прям удивительно быстро за год построили, но он настолько нужен оказался, важным и своевременным. Ну, как я уже сказал, медуниверситет один из самых динамично развивающихся вузов республики. И я думаю, что среди медицинских вузов нашей страны. Поэтому мы решили вместе объединить наши усилия. Вы знаете, и мы передаем большие серьезные учреждения медуниверситета, потому что верим в руководство университета, верим, что они как раз могут придать дополнительную динамику, поэтому создаем здесь офтальмологический кластер. Институт цифровой медицины – это, в общем-то, я считаю, что и научный прорыв, и технологический прорыв. Ну и самое главное, вот удаленные элементы консультирования, телемедицина для такой большой республики очень востребованы будут. Мы уже этим занимаемся, так что я думаю, что вот, в правильном направлении идем, но это, подчеркиваю, это только часть больших планов, которые институт реализует. И подспорьем является то, что институт, благодаря нашей совместной работе, выиграл в приоритете 2030, это $500 миллиарда денег. Тоже немалые деньги, поэтому тут все хорошо. Спасибо.